Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В условиях борьбы с пандемией вопросы здравоохранения вышли на самый передовой план. Оголены все недочеты системы здравоохранения. Какие меры будут приниматься по улучшению ситуации? Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашей гостьей студии Любовью Евловской. Любовь Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот все-таки оголены проблемы здравоохранения из-за COVID-19. Скажите, какие именно это проблемы и хватает ли сейчас у нас в регионе медиков? Действительно, в течение 2 лет мы практически чувствуем на себе, и каждый из нас, если раньше не обращали внимания, даже здоровые люди, ощутили на себе и нехватку финансовых средств, и проблемы с организацией здравоохранения в регионе, в том числе в целом по Российской Федерации, потому что это ситуация чрезвычайная, можно так сказать, и с точки зрения того, что COVID-19 пришел к нам внезапно, и были подтянуты все, стянуты силы, и кадровые, и финансовые, и интеллектуальные, в том числе по обеспечению материально-технической базой, поиском новых разработок в сфере вакцин, лекарственных препаратов. И сейчас, в принципе, фундаментальная и прикладная медицина, медицинская наука работает над тем, чтобы найти новые средства, новые продукты безопасности для того, чтобы сохранить здоровье нашего населения. Поэтому, конечно же, здесь мы, как депутаты, представляем интересы нашего народа. И те конституционные права, которые закреплены в Конституции Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, они должны, безусловно, стоять на стороне интересов наших граждан. Любовь Леонидовна, а требуется ли сейчас в целом реформирование всей этой системы? Потому что врачей не хватает, особенно в арктических районах. Как можно в этом случае исправить ситуацию? Мы неоднократно в течение с 2018 года говорим и поднимаем те актуальные вопросы, которые сейчас образовались в сфере арктического здравоохранения и в целом в медицине. Поэтому наш комитет по здравоохранению, социальной защите, занятости и труду Государственное собрание ЛТУМЭН работает над этим. И в целом депутатский корпус, несмотря на все, может быть, разногласия в политическом контексте различных фракций, приходит к одному мнению, что непосредственно необходимо поддерживать систему здравоохранения, та, которая есть, и лучше всего сейчас улучшать ее. Требует совершенствования и инфраструктура, и подготовка медицинских кадров, потому что это арктическая зона, это отдаленные и труднодоступные населенные пункты, поэтому здесь должны быть соответствующие преференции, связанные с развитием муниципальной власти и ее инфраструктурой. Это социальная поддержка медицинских работников, государственные программы, которые направлены на то, чтобы закрепить непосредственно медицинские кадры на этих территориях. Это вопрос усовершенствования медицинской организации в том плане, что должны быть организованы выездные бригады высококвалифицированных специалистов непосредственно на место, там, где находится больной, и оказывать ему соответствующую качественную помощь. Это вопросы приоритетов, которые должны быть расставлены, от которых умирают в основном наши пациенты. Это сердечно-сосудистая патология, травмы, онкология. В соответствии с этим должна хорошо развиваться и медицинская, и социальная инфраструктура. Мы сейчас видим, что ни в одном из 13 улусов республики у нас даже нет компьютерных томографов. Поэтому как раз я внесла свою поправку, это было вынесено в постановление Государственного собрания ЛТУМЭН, потому чтобы закупать модульные кабинеты, они разные модификации, разные цены имеют, поэтому нам необходимо, чтобы в каждом населенном пункте фактически была доступность к качественным медицинским услугам. Мы не говорим о том, что необходимо в каждом населенном пункте или райцентре устанавливать высокотехнологичное оборудование, но тем не менее территориально наши граждане должны иметь допуск и иметь возможность для того, чтобы пройти соответствующую диагностику и своевременное лечение на местах. Скажите, а в вашей докторской диссертации были опубликованы результаты, которые связаны с повреждениями сосудистой системы при сахарном диабете. Как ведут себя сосуды в случае с ковидом? В случае с ковидом, я как практический врач, который осуществляет практику непосредственно в здравоохранении, работаю с пациентами. И я эту работу делала на протяжении 15 лет. Мы работали совместно с ведущими учеными
и Российской Федерации, в том числе и зарубежья. Поэтому в нашей работе представлены впервые, в качестве открытия, это даже оппонент мой признал при защите докторской диссертации, что возникают ангииты, васкулиты, которые способствуют тромбообразованию, которые непосредственно связаны с изменениями при диабетических осложнениях. И мы сейчас с вами видим, что в первую очередь это страдает та категория лиц, которые обладают метаболическими нарушениями, онкопатологией. И можно сказать, что ковид вызывает генерализованное воспалительное изменение сосудистой стенки в организме человека, поэтому мы видим фактически клиническую картину мультифакториального заболевания. И это следует, конечно же, учитывать. Любовь Леонидовна, а какие предложения вносит профильный комитет по сохранению и поддержке научных кадров в медицине региона? В настоящее время я делала запрос 15 марта этого года в Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, и по данным Минздрава на сегодняшний день у нас работает 6 докторов медицинских наук в практическом здравоохранении. Это те люди, которые непосредственно работают в практике, в лечебных учреждениях, в больницах и оказывают медицинскую помощь. В том числе это люди, которые прошли соответствующую подготовку в научной сфере, поэтому их знания более структурированы, более, мне кажется, они могли бы принести большую пользу в том плане, что такая интеллектуальная организованная среда, она приносит больше, может быть, такого и прикладного эффекта, и финансового эффекта, и экономически выгодно иметь, на местах людей таких подготовленных, высококвалифицированных, с той целью, чтобы это была правильно организована работа, выставлен непосредственно, качественный и правильный диагноз, и, соответственно, приняты тактические, стратегические, мероприятия по ведению данных пациентов. Поэтому и подрастающее поколение в плане того, что тоже заинтересовано в развитии медицинской науки. И я хочу сказать, что, конечно же, сейчас по положению Высшей аттестационной комиссии, которая приняла положение в 2014 году по защите докторских и кандидатских диссертаций, это значительно ужесточило контроль над исполнением диссертации, над защитой. Поэтому, конечно же, есть определенные трудности, но тем не менее непреодолимы. И я считаю, что еще наши коллеги, которые трудятся в сфере здравоохранения и имеют ученую степень кандидатов медицинских наук, а их более 70 человек, я тоже думаю, что требуют дополнительной социальной поддержки. Поэтому сейчас я вношу предложение в качестве депутатской поправки, и мои коллеги тоже меня поддержат, в том числе с академической среды. И в Министерстве здравоохранения мы должны согласовать эти моменты, и в Минтруда, потому чтобы были дополнительные социальные выплаты, причем фиксированные, для ученых-врачей, которые непосредственно работают в системе здравоохранения. Тем более это 2021 год науки и технологий, объявленный президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем. И у нас глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев объявил 2021 год годом здоровья. Поэтому мы должны поддержать здесь представителей медицинской науки. Если говорить и далее о нововведениях, какие инновации предлагает проект закона об охране здоровья населения республики? Проект закона о здоровье населения республики, он как раз предусматривает изменения, связанные с изменениями в федеральном законе. Это в первую очередь касается интересов граждан, для того, чтобы гражданин, попав в лечебно-профилактическое учреждение, допустим, на лечение или на диагностику, мог сообщить свои информационные данные о его состоянии здоровья близкому человеку, который он укажет в определенном документе. В том числе должна быть информация предоставлена тому представителю его стороны. Вернее, информация должна быть представлена представителю пациента даже в случае его смерти. Это первое. И второе, федеральным законом от 2 июля 2021 года номером 312 уточнен порядок предоставления
право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности. Исключена норма о соответствии образовательных программ, осваиваемых лицами, получающими право на осуществление медицинской и фармдеятельности, федеральным государственным образовательным стандартам. Любовь Леонидовна, и заключительный вопрос. Вот в федеральном бюджете сокращены расходы на здравоохранение. Как это дело обстоит у нас? Ну, в настоящее время, в принципе, я бы хотела сказать, что действительно в нашем бюджете на 2021 год на 820 миллионов рублей сокращены, значит, расходы на финансирование здравоохранения. Это связано прежде всего с окончанием строительства кардиологического центра и введением его в строй на 150 коек, и также отсутствием распределения межбюджетного трансферта из федерального бюджета. И мы сейчас, депутаты, вносим свои поправки ко второму чтению нашего закона о бюджете. Это будет в ноябре на заседании парламента. И, конечно же, мы хотим сказать, что действительно при такой ситуации, когда все фактически финансовые средства расходуются на проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией. Кстати, вот на последнем заседании парламента в октябре я внесла предложение, чтобы это была отдельная строка в бюджете, для того, чтобы она была прозрачной. И мы сейчас вносим свои поправки на сумму более 3 миллиардов 858 тысяч рублей. Конечно же, они будут, я думаю, не все согласованы, но тем не менее, большая часть, я надеюсь, будет принята, потому что это все должно идти, значит, именно на стражу здоровья нашего населения. Благодарю вас, Любовь Леонидовна, за такую содержательную беседу. Спасибо, что согласились стать гостьей нашего интервью. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.